Азат, иди. Ах. Артак дал телеграмму. Ничего не понимаю. Скорей зови наших, пусть идут. Дай почитаю, скажу. Не теряй время, зови их, пускай придут, разберутся. Ну дай почитаю. Я сказала, потом узнаешь. Иди. Ладно, бегу. Что он опять натворил? Sur la mer, Méditerranée. Très bien. Une fois encore. Méditerranée. Une fois encore. Ерван, иди ко мне. Pas de bruit, une minute. Говори. Silence! От Артака пришла телеграмма, а Рус ничего не понимает. Она сказала, чтобы все пришли. Сиропу сказал? Сейчас. Беги, сообщи ему, я тоже скоро буду. Сероп! Сероп! Что такое? Иди сюда, дело есть. Сейчас приду. Что такое? От Артака пришла телеграмма, а Рус ничего не понимает. Она сказала, чтобы все пришли. Я? Ага. Пагу. Подожди. Я должен идти. Что такое? От Артака телеграмма, без меня не могут разобраться. Азат, что за телеграмма? Я не читал. А не знает ничего. Ваш Артак уже демобилизовался? Да, но его нету. Иди. Грузите. Идем. Ничего без сиропа разобрать не можете. Что бы вы без меня делали? А я же не читал, а Рус не дала. Провод держи. Держу. Пока не заводи. Ладно. Получается? Да вообще-то получится. Но сегодня, пожалуй, не стоило бы. Я знаю, что делаю. Ну смотри. Опять концерт по заявкам. Подключай. Я-то подключу, но боюсь, толку мало. Слушай, ты делай, что говорят. Ну что? Говорят, она заперлась. Чтобы она услышала мою песню и не вышла. Давай. Валя. На, поешь. Я сегодня вопрос поставлю ребром, а ты держись. Ладно. Вечер добрый. Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Когда едешь, Наталья? Завтра. Завтра утром. А где Валя? Вань. Имея под рукой итоги многолетнего опыта работы нашего звена, мы можем сделать вывод. Дай-ка еще раз рукав в примерим. климатических условиях. Так. Сейчас. Так где же Валя? Надо бы еще разок обмозговать эту проблему. В этом доме проблемы решаю я. Оставь, Марфа. Надень-ка туфли, Наталья. Длину померим. На, мерь. Туда и не пойду. Сердца у тебя нет. Мать свою дочку решила перед отъездом голодом уморить. Да.
Девчонка за 2 суток крошки в рот не взяла. Сегодня даже от воды отказалась. Бессердечная. Пусть она меня своей голодовкой не пугает. Валентина, открой дверь родителям. Ты меня слышишь? Сейчас же отвечай. Валентина, открой. Родители требуют. Валечка, родная, съешь что-нибудь, а потом делай, что хочешь. Да ты что? Да послушайте. Наверное, сознание потеряла, Наверное. бедняжка, от голода. Ну хорошо, я к военкому пойду. А он, Наташенька, уже военкому не подчинен. Он демобилизованный. Открой, говорю. Мне нужны мои туфли. Завтра я уезжаю на совещание. У меня доклад. Не порть мне настроение. Ну, хорошо. Из-за этого обормота. Ты сказала На тебе. мне тревожно, Пожалуйста. не подумай уезжать. Меня бросить невозможно, можно потерять. Давненько не слыхали. Ты в слезах меня просила, будь смелее и не жди. Укради меня красиво или А поет здорово. Чего, скоро его песенка будет спета. кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Барабанит по террасе непонятный зимний дождь. Если ты не потеряешь, значит не найдешь. Выйди к парку 7:30, украду тебя при всех. Песню бросить невозможно, если есть припев. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Можно потерять, можно потерять. Ну говори, что там? Артак должен будет уйти от вас. Мать будет в сельсовет жаловаться. Ну перебирайся к нам. Говорит, что напишет на твоих родителей в газету и вообще будет все время жаловаться. Что? Да. Она еще моего отца не знает. А вы рваните с Артаком в Армению и дело с концом. М? Что вы, тогда маму вообще удар хватит. Может быть, кто-нибудь из ваших мог бы приехать, а? Уже. Телеграмма на месте. Полундра! Держи! Где поехали? Да разве их догонишь? Пожалуйста. Ладно уж, Наталья. Пошли, пошли.
Добренькие, я одна среди вас чудовище. Конечно, чудовище. Где это видно с палкой за парнем гоняться? Да я к нему добрее матери была. Когда он болел, я его как родного выхаживала. Выхаживала, Медовуху специально для него варила. варила. А он лисая такая. О, Наталья Семеновна, я так вас уважаю, так вас уважаю. Ваше слово для меня закон. Разве он обманул твое доверие? Обманул. О, Наталья Семеновна, я не стану разлучать вас с Валей. А теперь куда гнет? За 3000 верст? Да будет, Наталья. А если, не дай бог, что случится? Она вон где, а мы здесь? А о том, что там все время землетрясение в этих горах, я вообще не говорю. Да перестань, Наталья. Так уж испокон веков заведено, что девушка идет в дом к парню. Заведено. Давай. А я свои условия ставлю. А твое условие подкреплено кодексом У закона. меня свой кодекс. Пожалуйста, я им и дом, и сад, и свиней все отдам. А кур? Кур себе оставишь. Вань, не смей. Шуток на эту тему не люблю, Иван. Любишь, не любишь, а плясать русского на армянской свадьбе тебе придется. Через мой труп. Слышите? Через мой труп. Азат, А, как трещит голова. холодное помогает. Ага. Вот, сбился мой сон. Сукин сын. Если без нас все решено, то возьми и приезжай. Зачем нас вызываешь? Так возьми и приезжай. Надо же посмотреть, умная, неумная, красивая, некрасивая, а? У тебя же есть дядя, который знает жизнь. Пришли фото этой девушки, дадим совет. Чужие люди через посредников просят моего совета, а для него родной дядя не существует. А лопнуть можно, Не понимаю, почему лопнуть хочешь? Человек ясно говорит. Дорогой папа, дорогая мама, Валя согласна. Между нами все решено. Решено. Прошу приезжать и благословить наш брак. Что ты ему еще будешь советовать? Что это Шакарян опаздывает? Надо посоветоваться. Мураджан, ты подумал, кого мы возьмем с собой? Никто не едет. Я один поеду, заберу и привезу с собой. А мадам Арус? По-моему, ясно. Если еду я, значит, моя жена тоже едет со мной. Выходит, я не поеду? Если это не затруднит тебя, я тоже поеду. Ты же знаешь, я воевал в тех краях. Ребята из моего батальона будут очень рады. Не понимаю, зачем вам ехать на один день? Утром я приезжаю, забираю их и вечером еду обратно. Ее родственников надо пригласить. Об этом я уже думал. Но Ерванда ты возьми, он ведь жил за границей. Ладно. Если вы считаете, что я там не нужен, поезжайте. Я знаю одно, в этом деле нужен человек с хорошей головой, вот и все. Потом Артак не скажет, а где мой Не дядя? волнуйся, не скажет. Мурат, ты все-таки подумай, я там очень пригожусь. Не пригодишься. Шакарян идет. А? Идет? Здравствуй, Гурген. Здравствуй, Мурат. Здравствуй, Ервант. Арус. Видишь, Гургенджан, Держись, что держись. получилось? Здравствуй. Опять расплакалась. Здравствуй, Сэр. Здравствуй, товарищ. Ну, давайте сядем. Идите сюда. Ну, вот телеграмма. Понятно. Да. Что сделано? Сэроп, тебя слушаю. Кто едет, тот пусть и докладывает. Сэроп обижен, товарищ Шакарян. Слушай, Гургенджан, все хотят поехать со мной. А я им уж объяснял, что в такие трудные дни всем бросать работу нельзя. Мы тоже устроили у себя что-то вроде совещания. И пришли к выводу, что эта поездка Мурада в Яблоновку является делом не только его чести, но и делом чести всего нашего села. Вот, слышал?
Исходя из этого, мы приняли следующее постановление. Туда с Мурадом также поедут Азат, который воевал в тех краях. Я благодарю вас. И Ярванд, как представитель сельской интеллигенции. Мерси. Вот в таком составе и поедут. Арус, я пошел. Сироп, вернись. Постесняйся, товарища Шакаряна. А вот как? Ерван, который два слова не может сказать, едет как представитель интеллигенции. А Сироп с такой головой остается здесь. Знаете что? Я против этого решения, раз мой брат не едет. Теперь я уже не хочу ехать. Да, езжайте. Перестань, не трогай, не кричи. Поедете. Перед дорогой не надо ругаться. Сироп, человек бывалый, знает все дороги, с ним не потеряетесь. Значит, не знает Мурат дороги. Сироп покажет, да? Ай-ха. А когда Мурат в Махачкалу ездил, когда Мурат ездил во Владикавказ, оттуда в Таганрог, где был Сироп тогда, а? Мурат тоже прав. Простите, товарищ Шакарян. От всей души хочу поблагодарить вас за высокое доверие, которое вы ко мне имеете. Но вы извините меня, не могу поехать. А с тобой что случилось? Объясню. Разве я могу ехать с человеком, который про мою интеллигентность говорил в неуважительном тоне? Он позволил себе сказать, что Ерван не может двух слов связать. Если так, то мы с ним в одной компании быть не можем. Не езжай. Тогда я назло тебе поеду. Ярвант, это на тебя не похоже. Пардон, извините, больше не буду. Мурат, не обижайся, но я должен ему ответить. Слушай, мы же там от стыда умрем за тебя. Что ты умеешь? Вместо меня ты будешь говорить? Тихо, тихо. Так ругаться вы будете и там? Хотите опозорить все свое село? Ведите себя с достоинством. Взаимно уважайте друг друга. Решайте все дела дружно. И ты, Мурат, не вздумай там взрываться. Посмотрим по обстоятельствам. По обстоятельствам. По-моему, 2 дня мало. И за 3 успеть нельзя. Ровно 4 дня разрешаю отсутствовать. Зачем нам 4 дня? Ай, Муратжан, 2 дня надо на дорогу и 2 на решение всех вопросов. За сроки отвечает Сироп. Помни, что ровно на 5-й день вы все должны быть тут. Будут накрыты столы, и все устроим как нужно. За сроки не беспокойтесь, вы меня знаете. Напрасно наш Ервант обижается. Прошу мое имя не произносить. Садиться, пошли. Встречаете? Да. Павдян? Артакджан! Артакджан, сыночек мой Павдян! Здравствуй! Дядя Азат! Молодец, жениться. О, Ерван, боже! Кумасова! Родной мой! Дай посмотри, ребят, тебе! Похоже! Ты же выше отца стал! Хорошо, слушай, иди. Это дай мне. А я здесь бывал. Как сейчас помню, мост железный, и березки, и поле. Ба? А ну давай, ребята, выгружай. А, вот она. Вот еще одна. Вот там еще возьми. Вот. Тяжелая. Ну. Павдян? Сыночек мой, как Артакджан? я рада! Ни о чем не думай, все в порядке. Твой дядя здесь? Он тоже соскучился. Ерван? Молодец, Артак. Все правильно. Там все уже грузят. Молодец. Я организовал. Слушай, Артак, а с ее стороны, ну, я хочу сказать, со стороны девушки никого нет? Дома они. Скажите, одежду привезли? Привезли. Душап тоже привезли. Потом с Мацоном покушаем. Что я, ребенок? От чего опоздали? Когда я телеграмму давал?
Скажи, Артакджан, она красивая? Увидишь. А умная Артакджан? Узнаешь. Ну, а характером как? Вы лучше скажите, привезли кольца? Вай, Сероб сказал, лучше здесь. Сероб. Что он понимает? Нашли кого слушать. И смотри, какой разговор. Артак. Я тебе что, мальчишка? Называй меня дядя. Почему ты пристаешь к парню? Мне хочется Слушай, знать, Ерван, какой ты всю дорогу мне имеешь надоел. Вот моральный ты все у меня, ну молчать. тебя. А чему так много говорите? Тут посторонние Вот люди. молодец. Опять начинает. Артакджан. Артак, все погрузили, можно ехать. Ну вот Поехали. и хорошо. Идите, Ерван, идите. Серов, пошли. Это твои друзья, Артакджан? Да, мамджан, осторожней. Наступил по всем поверьям год любви, истребины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год любви, век любви. И разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Истребины, все желания исполнимы меж людьми, да будет год любви. Вы забыли истребины на снегу, я приду к тебе с повинной, не солгу. Истребины, под колесами машины не сгуби. Век любви, и разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Истребины, все желания исполнимы меж людьми, да будет год любви. Ночевала истребиной дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, пусть горит неистребимо год любви, век любви. И разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Истребины, все желания исполнимы меж людьми, да будет год любви. Истребины, все желания исполнимы меж людьми, да будет год любви, год любви. Вставай, Мураджан. Азат! Ну что ты там делаешь? Иди сюда. Осторожно. Держите все вместе, чтобы не потеряться. Артакджан, ты мне скажи, кто кому, кем приходится, чтобы я знал, как начать дело. Тут рано начинать. Ну, Сероб, руководи нами. Скажи, куда все это девать? Дорогие гости, одну минуточку. Внимание, вот наша Валя. Иди. Фух. Ну и вырядили Вальку. Видать, Марфа постаралась. Свое платье мне нацепила. Да, чистое чучело. Это она? Вау. Ты что, опять с ума сходишь? Оставь Ваньку, оставь, говорю. Платье порвешь. Ну, черт, постеснялся бы своих родителей. Бессовестный. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, дорогие гости. Арус. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Иван, я Вален дядя. А это Николай Петрович, ее отец. Прошу. Здравствуйте. Теперь ты. Прошу. Арусяк Вартанян. Здравствуйте. Арусяк Вартанян. Добро пожаловать. Очень рад. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите. Спасибо. Проходите ко мне. Паша.
Благодарен очень. Мы на Спасибо большое. 2 дня, не больше. Да хоть на Пожалуйста. месяц. Это же безобразие, Ну, на это кого ты ерунда. похожа? Марфа-то, наверное, лучше знает. Мы все точно скопировали из одного модного журнала. Марфа замуж выходит или ты? Ты хоть разок на себя посмотрела, на кого ты похожа? Подумаешь. Ну вот что, чтоб завтра утром... Ладно, можешь не беспокоиться. Я сделаю все, как ты хочешь. Но если им не понравится, то я не виновата. И без этой шерсти. Зачем ты это сделал? А что это Артак на нее разозлился? Какая худая. Ты же видел. Я боюсь, что под нашим солнцем она не выдержит. Нет. Зачем молодая девушка под бокс постриглась? Разве подходит? Специалист нашелся. Счет потерял. Не так ли? Я не ошибаюсь. Значит, Да. коллеги? Ну, да, главное произношение, это мое кредо. Ну да. В семье такое горе, а он веселится там. А? На, пей. Давай. Пристает к чужой женщине. Он всех нас опозорит, увидишь. Я могу взорваться, что он не понимает? Ерван, ты иди сюда, у нас к тебе дело есть. Язык — зеркало души. Ервант, кому говорят? Да. Пардон, une minute. Немножко прилично веди себя. Не твое дело, мой дорогой. Я вас слушаю, Мурат. Ерван Христофорович, je vous attends. Tout de suite, madame. Понял? Не беспокойтесь. Наконец, пришел мой ягненок. Пришел. Артак, мы не поняли, чей это дом? Я же сказал, это дом Ивана, а рядом дом Вали. Свет почему не включаете? Отпусти! Мурат, он сейчас взорвется. Арус, хватит, наконец! Сядь, если уважаешь меня, хоть немножко. Арус, у меня тоже есть сердце. Убили сына, зарезали, Вай! Разве я такой мечтала, Вай? Смотри, какая девушка, хозяйка, красивая. А моему сыну нужна была эта обезьяна. Хоть бы такую взял. Ничего, Аруся, наша тоже неплохая. Сегодня ночью во сне мы все ездили в наше село. Я спал очень хорошо. Мне нравится. А я глаз не сомкнул. Не нужно болтать. Почему? Может, за нами следят. Валя, вот стулья. Спасибо. Больше не надо? Нет, хватит. Валя, это они? Да. Валя? А? Вай? Подождите, это же она. Валя Джан, Доброе доченька, это ты? А почему так получилось? А? Мурат, Сероп, Азат, ведь это наша Валя. Валя? Ну да. Межрайонное колхозное совещание передовиков сельского хозяйства считаю закрытым. Успехов вам, дорогие товарищи! Поздравить, он очень хорошо говорил, умно. Рима Романовна, я вас буду ждать на улице. Вместе пойдем.
Пирог. Несу, несу. Так. Иванжан, за твое здоровье. Спасибо за хлеб, соль. От души хочу сказать. Скажи слово нашего отца. Которое? Отец наш всегда говорил, там, где мечом не пробьешься, хлебом, солью всего добьешься. Да. Хорошо сказано. Молодец. А будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Кто где? Будьте здоровы. Будьте здоровы. Иванжан, в таких делах один дядя другого дядю должен с полслова понимать. Правильно, давай. Это и это. Вот. Кушай, доченька. Кому чаю? Moi, avec plaisir. S'il vous plaît. Пожалуйста. Нашли друг друга. Ервант у нас тоже учитель. А ла мезон. Мамаджан, мне тоже, пожалуйста, чаю. S'il vous plaît. Ешьте, угощайтесь. Главное, не теряйтесь. Николай Петрович, ты молчишь, чтобы мы к тебе домой не пришли, да? Ну, прошу, милости просим. Но ведь это правда, конечно, что мужик у нас хозяин дома. Но, с другой стороны, это как посмотреть. Без Натальи Семеновны дом не дом. Как наша Наталья. Счастливого ей возвращения. Скоро будет. Я думаю, может завтра, может послезавтра. Так не пойдет, не. Опаздываем, Это, как говорится, с какой стороны посмотреть. Она там докладчик, сами понимаете. Лично Василий Васильевич звонил. Так что, как говорится, сами понимаете. Хорошо, подождем. Чувствуете, какой воздух? Я что говорю? Прекрасно. Вы довольны, Иван Константинович? Очень доволен. У вас хорошо здесь, вода очень хорошая. Очень хорошая. Молодец. Как тебя зовут? Совсем молодец. Так с чего начнем нашу экскурсию? Может, пойдем на лесопилку к Ивану? Не надо, пусть человек работает. Пойдем лучше туда. Ну, тогда начнем с церкви. Марфа Петровна, почему Иван не женится? У него на это времени нет. Какое твое дело, Иван, женится, не женится? Завтра не знаешь? О чем-то надо поговорить, что Оставь, день ладно, прошел. какого-то другого разговора нет. А как тебя зовут? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуй. Азат, Что, Ерванджан? вспомни, как называется эта река. Ты ведь бывал в этих краях. Откуда мне помнить? Столько лет прошло. По-моему, раньше ее не было. Эту церковь скоро будут реставрировать. Приезжали специалисты. Экскурсия продолжается. Какая экскурсия? Подождите. Азат куда-то пропал. Он же сам дорогу не найдет. Ничего не пропадет. Иди, Двигаемся Серёг, дальше. иди. Серег, только ты... Азат, 1000 раз говорил, держитесь вместе. Ну как, клюет? Ничего, клюет. Да. Рыба здесь хорошая. А вы откуда знаете? Я бывал в этих краях. Азат! Ну что, приехали рыбу ловить? Знакомых встретил, поговорить нельзя. Иди, тебя ждем. Ладно, иду. Ну, до свидания. Сказала,
Я тебе научу, Валяджан. Это совсем не трудно. Я тебе покажу брыкаться. Будешь меня слушаться? Вай. Будешь, упрямая. Разве не жалко корову? Почему бьешь, а? Чтоб ей пусто было. Хозяйки нет, никого не подпускает. А Русь, иди помоги ей, молодая, А не ну умеет. пусти. Подержи, Муратжан. Почему бьешь несчастное животное? Подожди. Подожди. Сил моих больше нет. Не надо на нее обижаться, Вай. Замучила меня совсем. Как зовут? Малышка, чтобы ей пусто было. Ласку И вас не любит, послушается. наверное. Малышка, малышка. Видишь? Да ну ее. Молодец, Арусь, успокоила. Малышка, а ну-ка ведро принеси. Соседка. Принеси. Соседка, что, давай ведро. Малышка. Хорошее, хорошее малышка. животное. Мурат, Давай, давай. лаской от животного всего добьешься. Молодец. Пожалуйста. Спасибо. Ой, Сарус не обидит тебя. Гребешкова Нессе. Это она? Строгая, мадам. Сердитая, по-моему. Это из района не скоро вернется. А Наталья не пустит Валю в такую даль. Перестань. Давайте вашего Артака сюда. Могли бы помолчать. Прогулка продолжается. И невест наших не Видишь, Ерван, все знают нашего Внимание. Артака. Марфа Петровна, здравствуйте. Милости просим. Не до тебя, не до тебя. Ну что вас остановили? Мешало бы побриться. Идемте дальше. Азат, идем. Марфаджан, мы сейчас придем. Не скучайте. Арусь, мы сейчас Как придем. знаете. Только Мы немного не погуляем. Человек приглашает. Хорошо. Ерванджан. Идем, Арус. Прошу. Эх, кто такие? Здравствуй, дорогой. Азат, не начинай. Родственники Артака. А Наталья-то в Здравствуйте. райцентре. Вы нашего Николая сваты будете, не так ли? Да. Обслужим вне очереди. Сейчас. Иван Игнатьевич, я мигом. Николай человек достойный, почтенный. А Валя, тут уж слов нет. Я бы сказал, повезло вам. И Артак мировой парень, хорошо поет. Здрасте. Здравствуйте. Кто такая? На голове колпак, не узнал. Это не она? Ну да, Наталья. Все, Иван Игнатьевич. Прошу. Так, кто из вас? Иди, Мурат. Прошу. Доброго здоровица. Из Армении, значит. Из Армении. Я всегда говорил, что такого винограда и такой воды, как у вас в Армении, нигде не встретишь. Я нигде не встречал. Это, знаете ли, что-то особенное. Бывали у нас? В Карсе в 2014 году. Так, извольте, извольте. А я в 42-м в ваших краях побывал. Целый месяц в Давыдовке сидели. Давыдовка. Деревня так называется. Ну, там березки, река. У нас что-то такого места нет. Да нет, наверное, Демидовка. Здрасте еще раз. Здравствуйте. Может быть, и Демидовка. Сейчас не помню. Целый месяц мы здесь. Азат, не начинай опять. Слушай, а мы все поедем?
Сироп обещал мне и Вале, что всех вызовет. Правда? Ну, раз Сироп обещал, значит сделает. А у вас там красиво? Красиво. Артак говорит, у них сейчас тополя цветут, пух кругом летит, белый как снег. Правда, Артак? Да, правда. Какая ты, Валя, счастливая. А теперь, пожалуйста, родители приехали. Ну, а парень-то подходящий. Хороший, умный. Пьет. Нет. И курит тоже мало. Это хорошо. Уж если они так любят друг друга, что тут поделаешь? Поехать должна и благословить. Нет уж. Раз дочку хотят забрать на край света, я на это не согласна. Посмотрим еще, кто кого пересидит. Ой, миленькая, зря вы затеваете это. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здравствуйте, товарищи армяне! Приветствуем! Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте! Кто это высокий? Это Серафим, товарищ Ивана. А маленький? Что, я должен всех знать здесь? Артак тоже хорош. Ушел к Николаю свет чинить. Держи, дай лампочку. Ты что за ноги держишь? За стул надо Не держать. кричи, говори спокойно. А говорил, утром приеду, заберу и вечером обратно. Пожалуйста. Мурат, не дави на меня, да я эти вопросы решу. Сироп правильно говорит. Сколько можно сидеть? Надо действовать. Этот Николай. От него, слышишь, завтра, послезавтра. Кому нужен Николай? Мы должны держаться за Ивана. Полностью поддерживаю. Мне Николай нравится, он человек цивилизованный. Но вопрос его не решает. Правильно говорит. Я, Мурат, Николай, давай за ним. Николай, подожди, Николай Петрович, дорогой, Николай подожди Петрович. его. Ты куда идешь? Николай Петрович, подожди, дорогой. Здравствуйте. Я как раз к вам направлялся. Николай Петрович, дорогой, где же Наталья Семеновна? Надо вызвать ее. Да, Николай-джан, дома вот сколько дел. Азат колхозную птицеферму оставил, а Сироп бросил бригаду. В этом дело. И прошу, не забывайте, что я школу бросил. Дети все, что знают, и то позабудут. Приедет, наверное, завтра. А может, послезавтра. Николай-джан, так дело не делается, дорогой мой. Извините, товарищи. Скажи извините, ему. Роб.
Я столько времени терпеливо молчал. Но вы знаете, что по этому поводу французская пословица говорит? Ты меня своим французским не пугай, знаешь. По-вашему, выходит, что Наталья Семеновна там без дела болтается? Человек, она занятой. Вы почитайте, что пишут они в газете, вот. Мы очень уважаем Наталью Семеновну. В газете видели. Ой. Это что же, спросить нельзя? Я что? Я хочу сказать, что я мужчина в доме. А вот вопрос дочери – это дело женское. Вот как приедет Наталья, я свое мужское слово скажу. А то как же? Ладно, не горячись, Николай-джан. Пожалуйста. Но все равно я прав. Опять ушел. Что случилось? Давно концертов Артака не слышно. Слушай, занимайся своим делом. Что мне делать? Взорваться, что ли? Муратжан, возьми себя в руки. Так что вы на Николая не обижаетесь. Значит, других наказов не было. Товарищ Иван, я так понял вас, что даже если мы будем подождать, пока мадам приедет, то этот вопрос будет спор вызывать. И это, как я понимаю, серьезная опасность для всех будет. Ага. Теперь ты понимаешь, Сироп? Нет, Иванча, то, что ты сказал, у меня в голове село. Очень хорошо. Это передовая идея. Очень, очень передовая. Наши. Входите. Почему опоздали? Ждали последнего автобуса. Опять не приехала. Ну что, Марфа Петровна? Шура сказала, что совещание давно закончилось. Ага. Наше совещание тоже давно закончилось. А? Вот так. Этой группой завтра едем. А, Валя? Как дядя скажет. Слушай, Сироп, а если отец на нас обидится? Опять Сироп. Надо говорить дядя Сироп. И Тихо! Мурат очень цивилизованный человек. В общем, все ясно. Значит, завтра 7. 8. Ну, долго еще. Сейчас поедем. Чуны, ей-богу. Ну, скорее вы там. Вы хотите, чтобы Мурат проснулся? Сироп, быстрее, люди ждут. Слушай, а зачем я взял свой костюм? Такого, как ты, костюм должен украшать. А, да верно говоришь. Давай, давай, давай. Голова ведь со мной. Конечно. Наступил по всем поверьям год любви, истребины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платья красные купите в год любви, век любви. И разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода.
Истребины, все желания исполнимы между людьми, да будет год любви. Позабыли истребины на снегу, я приду к тебе с повинной, не солгу. Истребины, под колесами машины не сгуби. Век любви и разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Истребины, все желания исполнимы между людьми, да будет год любви. Ночевала истребиной дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, пусть горит неистребимо год любви. Век любви и разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Истребины, все желания исполнимы между людьми, да будет год любви. Истребины, все желания исполнимы между людьми, да будет год любви, год любви. Доброе утро! А? Не понимаю, куда они все пропали? Сыроп всех забрал, увез куда-то рыбу ловить. Посмотри на них, им только не хватало рыбу ловить. Бездельники. А ты что тут делаешь? Собрала ягоды, хочу для Ивана варенье сварить. Для Ивана стоит. Палить надо, засохло. Мурат, у них шланги можешь взять. У них? Да. Сюда? Дальше. Сахар получай. Молодец, а зачем? Серафима видел. Шлюзы, говорит, давно закрыты. Какая рыба, откуда? Азат, эти ребята здесь. Да? Тебя ждут. Я пошел. Вот так. Саша, ясно? Так. Вот так. А теперь мы сделаем для пальцев дырочки. Нет, это я делаю для Вовы. Я же ему первым обещал. А потом тебе вот так. Так, красиво. А кто вам позволил? Даже не спросившись, лезете в чужой огород. Несовестно? Разве воды жалко? Разрешение спросить почему надо? Так сделали, я вам говорю. Даже не извиняется. Ладно, что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся? Оставить, чтоб засохло? Вай! Порядок-то должен быть? Сейчас отдаст, не надо так кричать. Отдаст. Спросить надо было. Что тут за шум? Что случилось? Напрасно кричит. Вода идет, мы тоже поливаем. Что тут плохого?
Бедный Иван ночью с работы приходит. Не помогать? Простите, а вы кто будете? Мы? Мы сваты этого Николая и Натальи. Не чужие ведь люди. Сваты. Вай? Вай, это ты? Ну, конечно, ты. Добро приехала, пропавшая. Сколько дней мы здесь сидим и тебя ждем, никак не дождемся. Мурат, приехала? Приехала? А Русяк Вартанян. Мурат Парсаданович, значит, Сейчас Ерван, Серов придут и пойдем. Неудобно. Сейчас. Вы идите. Я их найду, приведу. Где они? Это кто? Это тоже я. Смотри. Летом Алушта. А это? Это тоже я. А вот, посмотри. Я принес. Молодец. Положи сюда. А это кто? Это тоже я. Летом новый Афон. Браво! Браво, маэстро! Браво! Спасибо! Ребен! Спасибо! Большое спасибо. Куда пошел? Спасибо, мне пора. Ну, посиди еще. Ну, хорошо, потом придет, потом. Иди сюда. Все пришли? Дорогие наши Что будете детки. пить? Я пью только шампанское. Да разливай. Понятно. Очень плохо ухаживаешь за Валей Комильфо. Специально для вас. Спасибочки. А теперь встаньте. Встаньте. Что такое? Что случилось? О, браво! Браво, Городян. А теперь ура! Это от нас, пожалуйста. От нашего стола. Горько! Браво! Видел, что сделал? Хорошо, но теперь хватит. Предложи тост за родителей. Ерванда не учи. Друзья, пусть чтоб роза цвела, пусть чтоб фиалка цвела для этой любви, пусть чтоб солнце свои испускало лучи для этой любви, пусть чтоб Ерванд свои песни пел для этой любви. Экспромт. Давай, Ерванд, спой шансон. Дорогой Артак, Ерванду учить не надо. Une minute, mes amis. Говоря по правде, я вашего сына хотела под трибунал отдать. Николая и Иван не пустили. Это правильно, точно. А это зачем так? Нашего сына под трибунал? За что? А вот когда все придут, тогда я объясню.
Угощайтесь. Хотя бы за то, что дочь моя сейчас не здесь, не дома. Где она? Куда он ее увез? Это правильно. Я тоже на наших злой. И на твоего сына тоже. Ничего, сейчас Азат их найдет и приведет. Артак у вас единственный? Да, совсем единственный. Вот и Валя у меня единственная. Вы думаете, легко нам всем будет? Вот потому мы и хотим, чтобы и у вас было двое, и у нас. Приехали! Все слушаем мою команду к Николаю. К Николаю идем, к Николаю. Приходите, Николаю! Сейчас, Иван. Ерван Христофор, сельвупле. О, пардон, мадам. Сироп? Ну, что такое? Куда что? идешь? Я Куда? должен поменять костюм. Зачем тебе костюм? Скажи мне, что тебя украшает? Хотя ты прав. Конечно. Ерван Христофорович, забыла! Добрый вечер, друзья мои! Все в порядке? Заходите, и так все! О, Наталья Семеновна, счастливо устал, приехали. друзья. Мы через газету следили за вашей общественной А так, деятельностью. где гуляли? Мурат, ты же знаешь, что Ерван... Мураджан, все вопросы решил. Мурат, да душишь меня, честное слово. Вань, где были? Говорю, все вопросы решил. Ерван, давай. Давай. 1 минут, мы замели. Хоп. Теперь давай бумагу. Да будет благословенно, что именуется ЗАГС. Ура! Слышали? Вы слышали? Не волнуйся, я все плохо. уложу. Что такое? Муратчик, Какой ЗАГС? успокойся. Людей убиваете. Успокойся, прошу я тебя. Мне плохо. Держите меня. Держите меня. Успокойся, У Муратчик. меня нет для вас дочери, чтоб без меня ЗАГС, знать больше ничего не желаю. Слышите? Я обращайте внимание, все обойдется. Правда, отказали, пустите. Куда? Пустите меня. Подумаешь. Мурат идет. Нет. Кости переломай. Да, переломай. Кровопийца. А, ладно, ладно. У Артака имеет отца, да? А я кто? Я вам ЗАГС покажу. Мурада провели опозорить, да? Всех зарежу, всех зарежу, всех. Я спокоен. Только не надо мне успокаивать. Не надо поспокойнее, Муратчик, прошу не тебя. надо, не надо. Куда ты? Нет, Ну скажи. Мураду, сына Барсадана, взяли и отказали. Нет, и конец. А теперь... Серов, Ерван, я вас уничтожу. Ты эту бумагу все-таки напрасно вытащил. Ну, мерси. Теперь я опять во всем виноват. Это нормально, очень плохо. Ça suffit, madame, de ce caprice. Слушайте, вы можете тихо разговаривать? Ай, идет сюда. Не говорите. Никого видеть не хочу. Опозорили меня. Возьми себе в Никого руки. видеть не хочу. Все, кончено. Что ты наделал? Что ты наделал? Ну почему ты так взорвался? Дети не виноваты. Бедные ма. Это Сироп и Ерван все затеяли. Ах, это их дело. Держись, Арузян, держись. Ах, дети, дети, где вы сейчас? Мои бедные. Ничего, ничего. Ну что, Вань? Ой, ну что будем Пока делать? ничего. Посмотрите около элеватора. Побежали, девчонки. Давай, давай. Давайте скорее. Куда они могли деться? И в роще нет. Вань, нигде нет.
Куда запропастились? Да что ты стоишь над душой? Может, милицию с собаками вызвать? Да ну тебя. Ну, как знаешь. Здравствуйте. Алёша. Давай сюда. Алёша! Давай. Ервант, Сероб, детей надо искать, а вы тут спите. Сами все натворили и спят себе. Азат, ты нашел Давыдовку? Нашел. Ах, вы смеетесь, бедный Мурат совсем взбесился, а Русь сама не своя. Слушай, товарищ Азат, пугать меня... Пожалуйста. Пардон, пардон. Все ясно. Где дети? Куда они могли деться? Вон они, на крыше! Нашлись! Нашлись! Валя, Атакчан, где ты? Смотрите, на крыше! Смотрите, у меня есть! Атакчан, мой дядя здесь! Совесть есть у тебя, слезай. Давай. Пожалей отца, Артак. Отец тебе все прощает, слезай. Как любовь летит и беда, автомашины все позаглохли, вдруг остановились поезда. Автомашины все позаглохли, вдруг остановились поезда. Пушинка белая, полети со мной, вдали я замужем проживу. Чужую женщину в стороне другой своею мамой назову. Чужую женщину в стороне другой своею мамой назову.
приземлиться мы, ты да я. Лети, пушиночка, в путь свой свадебный, такая безрассудная.